Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсы, үрметлі серджілер, Милли телеканалының эфирінде Ачықлав программасы ве студияда мен Левиза Сейдбелялова. Адет үзре елінің сонында біз ел нәтижелеріні чықарамыз ве бүгін студиямыздың мұсафыры Қырым Жүмкуриеті миллетлер ара мұнасибетлері ве сұрғын олынған гражданлардың ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Ленур Абдураманов. Ленур бей, селям алейкум, хош келдіңіз. Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын. Ленур бей, по традиции в конце года принято подводить некие итоги, говорить о планах на будущее. Прежде всего, с чего хотелось бы начать наш диалог, одним из приоритетных направлений деятельности Госкомнации является работа с национально-культурными автономиями Крыма. На сегодняшний день насколько налажена связь с национально-культурными автономиями и, в принципе, каковы цели и задачи, скажем так, вот данных организаций? Да, безусловно, одним из приоритетных направлений сегодняшней работы нашего комитета является создание самых наиблагоприятных условий для развития межнациональных и межконфессиональных отношений, а также создание той атмосферы и взаимодействия тех площадок, на которых те или иные наши национально-культурные общественные организации могут принимать участие, самые активные площадки для общения, принятия каких-то необходимых форм для дальнейшего взаимодействия. Должен быть открытый диалог между ними. Он сегодня, на сегодняшний день существует. Ну а мы, как государственный орган, должны всячески способствовать для улучшения ихнего, как говорится, взаимодействия, необходимого для дальнейшего развития. Поэтому ряд площадок на сегодняшний день, в том числе и как подведомственное учреждение, допустим, такое, как Дом дружбы народов, сегодня является очень значимым таким, как вам сказать, созданным значимостью, да, который собирает на самом высоком уровне сегодня в республике наши мероприятия, которые достойно показывают, на каком высоком уровне находится сегодня развитие межнациональных отношений. Кроме того, это базово дает многим национально-культурным общениям, которым ранее мы не виделись, выйти и показать в республике, насколько интересны также в том числе их культурные традиции, языки. Поэтому важность очень необходима, и она должна в дальнейшем развиваться, а наша задача сохранять и только приумножать это взаимодействие. Ну, что касается грантовой поддержки национально-культурных автономий, кто в этом году получил такой грант и что это такое, в принципе? Да, это очень, на мой взгляд, необходимая и правильная, да, вещь, которая дает дополнительный импульс для развития тех национально-культурных общин, которым на каком-то этапе, может быть, здесь существует необходимость, да, в создании каких-то новых проектов, обеспечения материальной какой-то базы, да, допустим, этих национальных культур. Но вот как один из примеров, ну, в полном объеме я должен сказать, что на сегодняшний день это грантовые выделенная сумма в порядка 2 миллионов в полном объеме сегодня исчерпана, то есть дошла до каждого участника, который стал обладателем грантов. Но как один из примеров, например, можно сказать о том, что вот одна армянская организация, которая, допустим, получила свой грант, именно на проект «Армянский дворик», да, допустим, в том месте, где людям, увидев, допустим, данный проект, уже непосредственно окунаются в ту атмосферу того народа, в его традиции, языки, культуру, где представлена кухня также этого народа. А что дополнительно национально-культурная организация позволяет улучшить свое материальное, техническое состояние, более ярче представить те или иные необходимые, да, атрибуты культуры, языка, там, допустим. Вот. Вместе с тем стали обладателями также и еврейские у нас организации, которые подготовилась к мероприятию такого праздника, как Ханука, да, то есть ну, свидетельствует о том, что вот данный проект точно так же необходим для того, чтобы вот появилась мотивация очень положительная и правильная, которая дает, ну, хороший импульс, положительной организации, общественная, там, большая она или не очень крупная, она как бы получает дополнительный такой хороший бонус для того, чтобы, ну, улучшить свое
приобрести, может быть, какую-то необходимую технику, которая позволит приходить и детям изучать язык, например, да, или изучать традиции какие. То есть, ну, на мой взгляд, это очень хороший показатель и достойно, ну, и каждому дает право на то, чтобы они могли принять участие в этих грантах. Планируется ли проведение таких же вот конкурсов, скажем так, на получение гранта в следующем году? Да, безусловно, и с нашей стороны комитета также еще мы ведем методическую помощь, то есть наши сотрудники могут дать методическую помощь о том, чтобы объяснить, каким образом необходимо можно будет подать эту заявку, что для этого необходимо будет, какие документы, для того, чтобы те или иные желающие принять участие могли в равных условиях получить этот. Ленур Бей, ну вот кроме работы с национально-культурными автономиями, конечно же, еще одной очень важной частью вашей работы является обустройство реабилитированных граждан. Да? Знаем, что на сегодняшний день функционирует очень достаточно много программ, направленных именно на обустройство. Вот расскажите, как эта работа шла в 2017 году? Как вы знаете, я буквально включился в этот процесс уже относительно недавно, но времени для размышлений не было, поэтому максимально погрузился в это направление, потому что оно является одним из самых приоритетных направлений и выделяются очень серьезные суммы. Мы не имеем ни морального, никакого права о том, чтобы эти проекты не были реализованы, а наши граждане в итоге не получили того, на что уже реально идет строительство дошкольных образований, строительство жилых домов, сетей электроснабжения, газоснабжения, которые многие десятилетия уже только оставались в мечтах и уже были потеряны все надежды на то, что когда-то это обустройство будет в конце концов, поскольку уже не одно поколение выросло на этом. Да. Вот. Однако на сегодняшний день, когда такая реальная возможность есть, и, мы должны всячески все усилия просто приложить к тому, что эти программы должны быть реализованы. Поэтому, ставя в приоритет, непосредственно проводя на постоянной основе эти совещания со всеми заинтересованными сторонами, с теми подрядчиками, с теми организациями проектными, которые начинали эту работу, службы капитального строительства, конечно, Республики Крым, всегда на контроле каждый объект с момента прихода. И поэтому при возникновении тех или иных проблем непосредственно мы сразу на уровне штаба создаем и начинаем принимать те решения, которые максимально выведут сложившуюся ситуацию, ухудшенную ситуацию уже в более открытое и прозрачное положение, когда уже тем или иным организациям уже будет понятно, правильно и как дальше уже действовать. То есть только совместное обсуждение проблем позволит при комплексном подходе, конечно же, эффективнее дальше реализовывать эти уже программы. Ну, если подробнее остановиться на каждой из программ, скажем так, да, вот, допустим, сколько граждан получили в этом году материальную помощь на достройку, скольким гражданам удалось выкупить жилье? Вот есть ли на сегодня? Да, безусловно, я также считаю, что эти все программы, действительно, они сейчас уже с уверенностью на сегодняшний день можно сказать, что комитетом в полном объеме все эти программы выполнены, все те средства, которые были заложены на эти программы, в полном объеме использованы, поэтому особо хотелось бы подчеркнуть, что очень важно такие программы, поскольку на тот период, пока еще идет строительство домов многоэтажных, да, такая разовая помощь ежегодно, она позволяет, безусловно, закрывать как очередя нуждающихся, но и в помощь очень большую оказывать тем, кто уже действительно находится на очередях долгие года уже, малоимущим семьям, многодетным семьям, поэтому такая помощь, она очень необходима. И поэтому на сегодняшний день уже можно сказать, что по нашим данным, что касается завершения материальной помощи на завершение строительства, также эти суммы были в полном объеме, 100 миллионов исполнены, около 153 семей получили помощь эту. Выкуп жилья точно так же, все 19 миллионов использованы по назначению, около 58 семей получили это жилье. Вместе с тем, мы ранее озвучили, грантовая была также уже озвучена, и также на компенсацию
подключения газового света и так далее. В этом плане как бы вот и хотелось бы отметить и эффективную работу муниципальных образований, в частности территориальных отделов администрации по межнациональным отношениям, которые, понимая важность и необходимость данных проектов, активно участвовали и до последнего дня направляли материалы, которые обрабатывались в нашем комитете. И видно было, как каждый из них точно так же болеет за то, чтобы житель того или иного региона на сегодняшний день был уже обеспечен жильем, либо получил материальную помощь, которая очень важна и необходима. В любом количестве, в котором она получили они, но человеку важно, что он уже может потратить ее на ближайшие нужды, которые ему необходимы. В 2018 году уже реабилитированные смогут пользоваться этими же программами? По нашим программам и по той программе, которая проходит сейчас согласование, эти все, точно так же эти программы мы закладываем и надеемся, что также успешно будут реализованы в следующем году. Вместе с тем, как и мы планируем, что уже будет и программа ФЦП уже давать уже свои позитивные моменты уже в окончании многих объектов. Ленурбей, еще такое знаковое достаточно событие в этом году произошло. Госкомнац наконец начал выдавать удостоверения реабилитированным. Да? Вот сколько граждан уже получили? Да, хотелось бы отметить, что именно сначала, это буквально же недавно происходило, в ноябре месяце, и уже насколько активные наши граждане, хотя из числа это большинство преклонного возраста граждане, но однако всегда с таким энтузиазмом, с такой уверенностью приходят к нам для сдачи документов. Вместе с тем, вы знаете, что еженедельно совместно с нашим выездом специалисты нашего комитета выезжают и в районах осуществляют прием этих граждан. Активность очень большая, хотелось бы отметить, очень молодцы, приходят, организовано это все. На сегодняшний день уже можно сказать о том, что порядка 1300 заявлений поступило уже в комитет, и уже буквально порядка 150, около 200 уже удостоверений выдано уже идет. То есть работа планомерно идет в том графике порядка 30 дней, которые отведены на получение данных удостоверений. В полном объеме. Да, говоря о порядке, каков алгоритм действий, как реабилитированные граждане могут получить это само удостоверение? Что нужно сделать? То есть приемные дни, наш комитет, понедельник, среда, в рабочее время с 10 до 16:00, наши специалисты принимают эти заявления, в перечень документов входит, копия, оригинала и при наличии копии, паспорта, справки о реабилитации и фотографии на 2,5. Кроме того, мы заблаговременно, выезжая в регион, тот или иной, извещаем наши территориальные администрации, которые работают по межнациональным отношениям. Как известно, каждый уже все знают всех своих реабилитированных граждан, потому что постоянно общается с ними. И очень мобильно организует наших граждан, которые уже приходят и подают сразу документы. То есть информирование заблаговременно идет о том, что мы, допустим, выезжаем в какой-то район. Из такого-то, такого-то периода граждане могут прийти и сдать заявление. Надеемся, что на этой основе и выдача также заявления будет уже осуществляться на месте. Мы понимаем чаяние наших граждан, потому что в основном это люди преклонного возраста, да. И когда говорят, куда получать, конечно, хочется, чтобы и привезли бы, пожалуйста, и выдали бы нам на месте. Поэтому надеемся, что в этом плане также будет эта работа выполняться, и будем реализовывать этот проект. Ленурбей, еще о чем хотелось бы поговорить, очень важный момент, это реализация объектов в рамках федеральной целевой программы. Ежедневно, в принципе, ход строительства этих объектов на контроле у Госкомнац. Расскажите подробнее, какие объекты сейчас на стадии завершения, что планируется в ближайшее время вводить в эксплуатацию? Можно сегодня сказать о том, что с 2016 года на постоянной основе сегодня идет реализация около 32 объектов. Который включает в себя и многоквартирные дома, дошкольные образовательные, школьные объекты, также газификация, свет, вода. По 28 из этих объектов идет уже планомерное строительство, которое уже, надеемся, в 2018 году придет к своему финалу. По 4 объектам у нас идет проектирование.
вот, идет. Вместе с тем, как бы у нас поэтапно также входят те регионы, ну, то есть иные регионы, которые уже в 2018 году, вот за тот маленький период, в котором я приступил к работе, мы уже с администрациями районов, где уже планируется строительство, допустим, на 2018 год, выезжаем, инспектируем площадки, все ли готово для того, чтобы данная программа уже заработала. Поскольку для нас, как ответственных исполнителей, необходимо, чтобы при начале строительства была подготовлена площадка, гарантированно администрации того или иного района были предоставлены земельные участки без обременений, вот, без нахождения каких-то там других объектов, для того, чтобы и заказчик, и подрядчики уже могли максимально приступать, ну, для начала проектно-изыскательных работ. Ну, то есть, одним словом, для того, чтобы площадка была готова для начала тех необходимых работ для строительства того или иного объекта. Вот, поэтому сейчас, на сегодняшний день, у нас уже есть объекты, которые мы планируем и школы сдавать на следующий год, и дома. Вот. И вместе с тем, конечно же, будем пытаться максимально о том, чтобы все объекты планомерно входили в сроки сдачи своих. Все ли подрядчики соблюдают, собственно, график? Есть ли случаи отставания? Безусловно, конечно, нельзя сказать о том, что все так хорошо и прям все у нас идет, как говорится, планомерно. Безусловно, проблемные вопросы тоже существуют. Где-то где-то во время начала строительных работ возникают какие-то проблемы, поскольку вдруг возникают какие-то сети там, электроснабжения или там, газоснабжения переходят. Вот. Однако были проблемные вопросы с проектными организациями, которые очень долго сдавали подрядчикам проекты. Конечно, существуют и такие проблемы. Но, однако же, как я уже ранее вам говорил о том, что вот не упуская данные процессы из виду и не отпуская их просто по течению, только таким образом на сегодняшний день можно будет держать на контроле и пытаться, чтобы все участники максимально были задействованы и заинтересованы в конечном результате. Ежедневный мониторинг, да, правильно? Да. Конечно. Ленурбек, ну, с первого дня, как вы приступили к новой должности, вы каждый день буквально посещаете самые разные уголки Крыма, проводите приемы граждан. Как проходят приемы, где уже побывали, с какими проблемами сталкиваются местные жители? Да, география наша так вот многообразна, то есть мы посещаем и горные наши, южнобережные города, и также планомерно посещаем степные наши районы. Вот. Зачастую, конечно, очень важно и видно о том, что люди хотят общаться, люди хотят прийти на прием. Главное, да, очень важно, конечно, тот момент играет, что новый человек. Хотелось бы, конечно, прийти к нему, посмотреть на него, пообщаться, получить из первых уст ту или иную консультацию или ответ на вопрос, который многие годы человек, может быть, не мог получить. Важно в нашей работе, которую самое главное проводит глава республики Сергей Валерьевич Аксенов, о том, чтобы максимально до граждан дойти, ведь зачастую нашим гражданам просто необходим какой-то вектор проблемы, да, то есть существует проблема, а человеку, может быть, просто нужно показать вектор, то есть развитие его проблемы, в каком направлении ему просто идти. Уже это достаточно человеку бывает того, чтобы он уже пошел, потому как скажет что о том, что я долгие годы бился, но хотя бы могли мне объяснить правила игры. Кроме того, конечно, существуют наболевшие проблемы наши, такие как обустройство наших мест компактного проживания. Однако, как вот я ранее сказал, что мы реализуем эти программы. Но вместе с тем хотел бы отметить, что решение данных проблем еще является, на мой взгляд, вот как правильно подойти к решению вопросов, поскольку не всегда там, строительство какой-то небольшого участка дороги или же освещение улиц необходимо включение в какие-то программы на республиканском уровне или там, на федеральном, допустим, да, ведь иногда сопоставив правильные организации и правильных игроков, те, которые являются ключевыми, да, и найдя общий язык и понимание для того, что это нужно необходимым гражданам,
то и эти проблемы можно таким образом решить. То есть, тем более учитывая о том, что наше население очень активно. Иногда они сами готовы помочь, поучаствовать в решении каких-то проблем, тех же освещениях. У нас сейчас активно идет работа с созданием ТОСов. То есть необходимость населения об этом тоже понимает. Это же голос местного населения уже на уровне муниципалитетов, на республиканском уровне, куда они смогут выносить эти проблемы. И эти проблемы уже не смогут просто куда-то опускаться и про них будут забывать. Вот эта активность, она необходима, поскольку таким образом мы можем аккумулировать все эти процессы, да, на муниципальном уровне, на республиканском. Поэтому активность нужна, граждане обращаются. Также, конечно, остаются эти проблемы с гражданством, но на сегодняшний день уже ряд вопросов, и Руслан Исмаилович озвучивает, наш депутат Госдумы, решение этой проблемы планомерно. Я тоже думаю, что в ближайшее время уже этот вопрос наконец-таки разрешится. Кроме того, конечно, очень много вопросов по правовосстанавливающим документам, оформление земельных участков, оформление прав собственности на объектов. В этой части, как юрист, я даю сам рекомендации, каким образом можно будет те или иные вопросы разрешить. Самая главная активность есть, люди идут, общаются, и мы со своей стороны тоже всегда готовы поговорить, и если необходимо, если мы сами не можем, то мы с нашими коллегами по Совету Министров всегда можем посоветоваться и друг другу в этом вопросе помочь гражданам в разрешении проблем. Ленурбей, близится 2018 год. Какие планы Госкомнадзора на ближайшее будущее, скажем так, и что хотели бы пожелать нашим телезрителям? Да, действительно, вот придя на работу, и уже сегодня понимаю, что год уже заканчивается. Ставим самые амбициозные задачи, самые важные те приоритетные направления, которые сегодня стоят перед Госкомнадзором, как составной частью органов власти главной нашей республики в реализации нашего направления межнационального, межконфессионального, безусловно, наиболее лучше и на новом уровне развивать эти отношения, максимально, чтобы были задействованы все на наших площадках, больше, чтобы молодежь принимала участие, поскольку считаю, что молодежь самая активная должна принимать участие, поскольку их мышление креативное и новое всегда вносит новые идеи, когда даже орган государственной власти может развиваться позитивно, и правильно. Ну а нашим гражданам, нашим крымчанам, всем хотел бы пожелать о том, чтобы, несмотря ни на какие проблемы, мы всегда смотрели с оптимизмом в будущее, поскольку все в наших руках, и только от того, насколько будем мы тверды в наших намерениях, всегда мы этого добьемся. Ленурбей Чохсаглович, что посетили нашу студию. В свою очередь, вам также хотим пожелать удачи во всех делах, в реализации всех планов. Чохсаглович, bütün işlerinizde Allah kolay getirsin. Allah razı olsun. Sağ olunuz. Урмәтле сәйерчеләр, мен хатırlatam, бүген студиямызның мусафиры Кырым Җумһурияты милләтләр ара мөнәсәбәтләре вә сургун алынган гражданларның эшләре буенча Дәүләт комитетының рәисе Ленур Абдураманов булынды. Ачыклав программасы бу сенесі сонуна келе ве кележек эфирimiz енді 2018 сенесінде январь 9-ында хезмәт olacak. Качырмагыз. Яңа елларыңыз хайырлы булсын, урмәтле сәйерчеләр. Күрешмәк үзре. Саулыкны калыңыз.